Добрый вечер, товарищи. Городской отдел социального обеспечения, редакции газет местной нашей, на телевидении часто поступают вопросы, касающиеся повышения государственных пособий, пенсий и выплаты компенсаций за подорожание товаров детского ассортимента, за повышение розничных цен на продукты питания. Это первое о повышении размеров государственных пособий. Все, кто получает от органов социального обеспечения государственные пособия и пенсии, уже знают, что предупреждающая выплата компенсации была за повышение цен произведена по 31 марта, затем была продлена до 6 апреля. Но по городу у нас на сегодняшний день эту компенсацию, предупреждающую компенсацию, которая выплачивалась в марте, получили еще 860 человек. К сведению сразу хочу сказать, что те лица, которые не получили эту компенсацию, этим лицам будут высланы почтовые переводы из Якутска, из Центра по выплате пенсий и пособий. В соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 20 марта 1990 года номер 162 о реформе розничных цен и социальной защите населения РСФСР и от 1 апреля 1991 года номер 181 о частичном изменении постановления Совета министров РСФСР от 20 марта 1991 года номер 162 о реформе розничных цен и социальной защите населения РСФСР введены компенсации ко всем видам пенсий, пособий, семьям, имеющих детей, а также целевые компенсации выплаты на несовершеннолетних детей. Предусматривается, что после выплаты упреждающей компенсации на ее размер повышаются пенсии и пособия семьям с детьми. Что это значит? Для компенсации дополнительных расходов в связи с изменением розничных цен установлены новые нормы государственных пособий семьям, имеющих детей. Значит, с 1 апреля текущего года повышаются размеры государственных пособий. Первое пособие, которое назначается и выплачивается через органы социального обеспечения, это ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет. Это пособие стало назначаться нашими органами с 1 января текущего года. И оно назначается всем неработающим матерям. Поэтому, кто на сегодняшний день не успел обратиться еще к нам и не работает, то должны к нам обратиться с заявлением, с предоставлением следующих документов для назначения этого пособия. Копия свидетельства о рождении, справка с ЖЭКа о составе семьи, выписка с трудовой книжки о том, что женщина это не работает. Размер этого пособия назначается 110 рублей с учетом районного нашего коэффициента женщинам из числа военнослужащих, рядового, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов, уволенных из вооруженных сил СССР или из системы КГБ в связи с беременностью и рождением ребенка. 80 рублей плюс наш районный коэффициент – это 136 рублей неработающим женщинам. При рождении 2 и более детей пособие в указанных размерах выплачивается на каждого ребенка. Увеличено ежемесячное пособие на детей, военнослужащих срочной службы. А такие у нас в городе пособия назначаются и в достаточном количестве. Размер пособия с 1 января составляет 187 рублей, то есть 110 рублей плюс наш районный коэффициент. Одиноким матерям, вдовам-вдовцам из числа бывших воспитанников детских домов, школ-интернатов размер пособия увеличен до 110 рублей плюс наш районный коэффициент. Это пособие выплачивается в одинаковом размере до достижения детьми 16 лет, а учащимися, не получающим стипендий, до 18 лет. На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, пособие повышается также в зависимости от возраста ребенка. До 80 рублей пособие будет выплачиваться на детей до 6 лет, это 136 рублей с нашим коэффициентом, и 90 рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет, 153 рубля с учетом нашего коэффициента. Вот это пособие
Мы назначаем при представлении документов о том, что отец ребенка, который уклоняется от уплаты алиментов, разыскивается. То есть нам должны представить определение суда. Единое ежемесячное пособие на детей в возрасте от 1,5 до 6 лет увеличивается также до 80 рублей. Это 136 рублей в месяц. Значит, на детей в возрасте до 16 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, размер пособия с 1 апреля этого года установлен в сумме 110 рублей, с учетом нашего коэффициента 187 рублей. Увеличен также с 1 апреля этого года и размер единовременного пособия при рождении ребенка. Сейчас он составляет сумму 350 рублей или с учетом нашего коэффициента 595 рублей. Причем при рождении 2 и более детей это пособие выплачивается на каждого ребенка. Значит, выплата компенсации в связи с удорожанием товаров детского ассортимента, которая производится годовая сумма поквартально, эти выплаты должны производиться по месту работы родителей, по месту работы матери, если мать не работает, то по месту работы отца или лиц, заменяющих родителей. Поэтому к нам в городской отдел социального обеспечения не следует отправлять этих людей. У нас сейчас компенсации никакой выплачиваться не будет, дополнительно вот к тем размерам государственных пособий, которые я уже сейчас назвала. Та выплата, которая была произведена в одинарном размере 110 рублей 50 копеек, она будет в последующем при выплате в мае месяце зачтена в эти суммы. И недополученная сумма будет выплачена Центром по выплате пенсии города Якутска. То, что касается повышение пенсии. Все виды пенсий по утере кормильца, по возрасту, по инвалидности, все виды социальных пенсий, они повышаются на 65 рублей с 1 апреля текущего года. С учетом нашего коэффициента сумма эта составляет 110 рублей 50 копеек. Если будут возникать какие-то вопросы по выплате компенсации неработающим пенсионерам, то просьба обращаться к нам в отдел социального обеспечения. Сразу после праздников мы приступаем как раз к назначению этих компенсационных выплат. Особенно хочу обратить внимание на тех пенсионеров, неработающих, у которых есть на иждивении несовершеннолетние дети. Просьба обращаться к нам с документами, представлять копию свидетельства о рождении на этого ребенка и справку с места жительства о составе семьи.